Во-первых, если, дай бог, мы выйдем, и я выйду, во-первых, на свободу, и я уверен, что я выйду. В первую очередь, конечно, мы прежние ошибки не будем допускать. То есть мы не будем доверяться многим людям, которые нам приходят и говорят разную информацию. Мы уже допустили эту ошибку, из-за которой потеряли очень много времени. Во-вторых, мы, естественно, будем выступать и показывать те документы, которые Эмомали Рахмонов выставил против меня. Для того, чтобы народу еще окончательно убедиться, мы сделаем выступление, покажем, как это произошло и какими методами он действовал. Для того, чтобы народ понял, что Эмомали Рахмон – это тот игрок лисьего подхода, который старается не своими руками действовать, то есть идти через ту программу, которую он подготовил десятками лет, разные документы, которые он подписывал для того, чтобы убрать своих политических оппонентов. И, естественно, мы сделаем программу для подготовки, как он должен уйти с должности. А я думаю, что он должен уйти в самом кратчайшее время. Он должен уйти, потому что другого выхода нету. Если мы будем говорить, что Эмомали Рахмонов это тот человек, который он будет блюсти законы, будет смотреть выборы, будет находиться, это, естественно, глупо, и это будет подобно смерти для любой оппозиции. То есть мы как будто бы смиримся с его преступными всеми деятельностями. Мы будем добиваться до того, чтобы в любом случае он подал в отставку. И за короткое время было, значит, в Таджикистане, значит, в любое время были президентские выборы, которые будут программы. И в этих президентских выборах, естественно, обязательно мы будем участвовать, обязательно, потому что другого выхода я пока не вижу. Я не видел просто, не вижу тех людей, тех игроков или тех лидеров, которые должны выступить, явно сказать. А значит, соответственно, для Эмомали Рахмонова единственным врагом сейчас считаюсь я. То есть считается группа 24. Единственным, который будет говорить правду и будет двигаться по направлению для справедливости. По этой причине мы считаем, что мы будем выступать. И мы выставим и будем говорить о том, что не может быть никаких президентских выборов, если находится во главе государства преступник. И не президент, а вот именно преступник. Он действительно преступник. Он нарушил многие законы. Он виновен в многих людей, которые теряли своих отцов, матерей, братьев. И я считаю, что он еще и, самое страшное, он еще безграмотный. Он страшно безграмотный. Он действует не вовремя и действует так страшно, что для безграмотного значит, любая победа для него это значит не будет с него спроса. Или победителей не спрашивают. Когда он побеждает, значит, его никто не спросит за это. И поэтому я считаю, что мы будем действовать предельно четко, грамотно будем выдвигаться. А главное, я буду объединять не будем говорить членов там оппозиции, а я буду объединять народ. Потому что это главная сила. И для народа я сделаю много выступлений. Сейчас в данном моменте после моего выхода начнется третья схватка между мной и Эмомали Рахмоновым за информационный поток, где Эмомали Рахмонов будет стараться обвинять во всем остальном другом меня. Естественно. И я считаю, что здесь именно мы будем стараться показывать его, как это все происходит и как надо выйти из этого положения. А программу для президентских выборов во всем мире уже она известна. То есть как она должна идти. Это уже сотни государств это проходили. И мы на программе этого будем стараться обезопасить от подделок документов, от действительно грамотного подхода к президентским выборам. Чтобы не было никаких подтасовок. Чтобы народ выбрал сам. Он единственный раз он выберет, вот в данном моменте впервые, может быть, выберет президента понятию, каким путем он пойдет. Для этого мы должны все раскрыть для народа. Пускай народ выберет свой путь, какой путь он хочет выбрать. Вот этот момент мы должны, конечно, проследить. Очень четко и грамотно должны проследить.
Для меня важно сейчас справедливость, чтобы оставалась справедливость, чтобы мы в будущем, Республика Таджикистан, больше не попадала в эту яму несправедливости. Чтобы у нас больше не появлялся тиран. А чтобы президент был для народа